В это время года традиционно торговые прилавки буквально ломятся от обилия этого полезного растения. Какой должен быть цвет, длина луковицы, высота стебля, Зарема Цуроева знает все нюансы. Настоящий кладезь витаминов черемшу она продает уже 4 года и за это время успела стать настоящим экспертом. В основном берут чищенную, потому что трудно и на лечение кому надо тапочки, именно они лечебные, прокрутить через мясорубку и все остальное. Только такие берут. Любят черемшу не только из-за вкуса, но больше, наверное, из-за ее полезных свойств. Из луковиц, которые в народе зовут башмачками, делают лечебные мази, но чаще употребляют в пищу, как лекарство от всех болезней. В Германии, например, черемшу используют для приготовления салатов, супов, начинки для пирогов, а можно также испечь хлеб с черемшой. Но в традиционной ингушской кухне ее часто принято варить или мариновать. Лида Гиреева заглядывает на рынок через каждые 2 дня. В их семье черемша считается лучшей профилактикой гриппа и многих других болезней. Покупаю черемшу постоянно, потому что полезнее, говорят, не знаю, для детей сейчас все гриппуют, чем лекарства покупать. Лучше покупать эту черемшу. И все же однозначно говорить только о пользе черемши неправильно. Специалисты заверяют, есть ряд заболеваний, при которых употребление этого растения абсолютно противопоказано. Противопоказана она при хроническом эрозивном гастрите, при язвенной болезни, при панкреатитах, при у больных заболеваниях эпилепсии и различных расстройств психотропных. За день, который у сборщиков черемши начинается задолго до восхода солнца, они собирают около 20 килограммов этого дикороса. Наверное, поэтому в народе говорят, торговаться можно на все, кроме черемши. Ведь ее сбор – это очень кропотливый труд. Бекбулат Агиев занимается сбором черемши с 13 лет. Он, как никто другой, знает, насколько сложен и трудоемок этот процесс. Разные бутылки сделал бяхкап, сделал бяхкап, алиша. Тулли ханка цадак рахак васте чекил шики. Такван шикван, табихал лахтик идут ханка бахкват. Лахтрай вахтла хамуш моли. Но прежде чем идти в лес, в обязательном порядке нужно зарегистрироваться в учетной книге и получить справку в местной администрации. Предъявив паспорт, без этой справки сборщики не пройдут пункт пропуска. Не стоит забывать об элементарных мерах предосторожности. Знание лесной карты еще не гарантирует полную безопасность. С каждым, кто собирается выйти на поиски этого деликатеса, в администрации проводит разъяснительную беседу. В лесу их могут поджидать самые непредсказуемые обстоятельства. Поэтому необходимо подготовить аптечку и обязательно иметь с собой средства связи. Каждому, кто у нас идет получать справку на разрешение, мы выдаем вот такую памятку о правилах безопасности при проведении вот этой сбора черемши. Это, во-первых, здесь у нас указан и телефон, даже мой личный телефон указан, номер службы спасения 112 и так далее. Также мы ведем совместную работу. В тесном контакте находится у нас в Галаше находится спасательный отряд. Постоянно на связи с поселковым отделением. У нас во дворе, вот, в сельском отделении находится поселковый отдел, постоянно на связи. В любую минуту мы можем выехать на помощь пострадавшему, который заблудился. Несмотря на желание насытиться полезными витаминами на год вперед, не стоит забывать простых истин. Все хорошо в миру. Михаил Тенгиев, Зульфия Мислаурова, Адам Далаков, Новости 24.